Дмитрий Дмитриевич Садовников, Дмитрий Викторович Бердников, Сергей Васильевич Местников, Ольга Валерьевна Балабкина и Михаил Викторович Никифоров. И прежде чем мы начнем нашу работу, я предлагаю посмотреть видеосюжет об основных событиях 2021 года, подготовленный нашими коллегами из телеканала «Якутия-24». Внимание на экран. По итогам 2021 года Якутия сохранила лидирующие позиции по объему валового регионального продукта среди дальневосточных регионов. ВРП республики формирует 20% от совокупного объема ВРП Дальнего Востока. Это свыше 1 триллиона рублей с реальным ростом на 10,5% по сравнению с прошлым годом. Республика – один из лидеров по росту промышленного производства в стране и занимает 2-е место на Дальнем Востоке. Индекс промышленного производства в республике достиг максимального значения за 11 лет. Объем инвестиций в основной капитал составил 305 миллиардов рублей. Это на 131% больше, чем в 2020 году. Доходы государственного бюджета республики составили более 320 миллиардов рублей. Это на 28% выше уровня прошлого года. Это связано с увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов на 47%, безвозмездных поступлений на 8,4%. В республике построили и отремонтировали свыше 500 километров автомобильных дорог и 11 мостовых переходов в Амгинском, Горном, Кобяйском, Чурапчинском и Устьянском районах. До 70% от стоимости авиатарифа возместили якутянам для перелета по социально значимым направлениям. Такой возможностью воспользовались свыше 18 тысяч пассажиров в 23 районах республики. В кратчайшие сроки завершена реконструкция взлетно-посадочных полос в аэропортах Якутска, Алекминска, Нерюнгри и Жиганска. На причалах паромной переправы Якутск-Нижний Бестях провели работы по благоустройству. Также появились беспересадочные железнодорожные маршруты до Владивостока, Хабаровска, Иркутска и Благовещенска. Стартовал подготовительный этап строительства мостового перехода через реку Лену в районе города Якутска. В 2021 году в эксплуатацию ввели первый гибридный энергокомплекс в поселке Улахан-Кёль Верхоянского района. Его мощность составила свыше 1000 киловатт. Совместно с Русгидро продолжается модернизация объектов дизельной генерации и станций с возобновляемыми источниками энергии. В районах республики построили 18 новых котельных, 2 объекта по региональному проекту «Чистая вода». К центральному теплоснабжению подключили 1207 домов. Завершен капитальный ремонт в 166 многоквартирных домах, улучшены условия проживания более 24 тысяч якутян. Порядка 19 тысяч семей получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В 2021 году в пожароопасный сезон на территории республики зарегистрировано свыше 1600 лесных пожаров на общей площади почти 8 миллионов гектар. На борьбу с огненной стихией были привлечены более 26 тысяч человек, в том числе военнослужащих, сотрудников спасательных центров МЧС России из других регионов страны. Задействована самая крупная авиационная группировка за все годы в составе 52 воздушных судов. В Якутии продолжают вводить новые производственные мощности на промышленных объектах. В 2021 году ввели шахту «Восточная Денисовская» мощностью 4 миллиона тонн в год. Также запустили нежданинское месторождение в Тампонском районе производительностью 2 миллиона тонн руды в год. Ввод производственных мощностей нежданинского ГОК и расширение инвестиционных возможностей позволили достичь показателя добычи золота в 42 тонны. Ввели новые производственные мощности в Эльгинском угольном комплексе, что позволило увеличить добычу угля почти до 26 миллионов тонн. В мае 2021 года подписано соглашение между правительством Республики Саха-Якутия и акционерной компанией «Алроса» о социально-экономическом развитии республики до 2025 года. В нем обозначены основные направления и параметры социальной ответственности компании. Ввод жилья составил 573,6 тысяч квадратных метров. Расселено 12 тысяч человек из 215,5 тысяч квадратных метров. Обеспечено жильем 1106 граждан льготных категорий. По 5 объектам публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан» участников долевого строительства осуществлены выплаты 269 гражданам на общую сумму 519,26 миллионов рублей.
Количество объектов в реестре проблемных объектов уменьшилось с 14 до 6. Количество обманутых дольщиков сократилось с 1019 до 539 человек. Привлечены инфраструктурные бюджетные кредиты в размере 4,1 миллиарда рублей на обеспечение инженерной и социальной инфраструктуры жилищного строительства. За прошлый год в службу занятости обратились порядка 41 тысячи человек, из которых 19 тысяч уже трудоустроено, в том числе на постоянные рабочие места. 39 тысяч безработных граждан республики получили социальные выплаты. Валовая продукция сельского хозяйства Якутии оценивается в свыше чем 26 миллиардов рублей. Отмечается рост поголовья сельхозживотных. Заготовлено 385 тысяч тонн сена. Дополнительно из резервного фонда правительства России выделена поддержка на завоз кормов из других регионов. 38 начинающих фермеров получили гранты «Агростартап». Создано 45 новых рабочих мест. 14 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили субсидии на строительство и модернизацию коровников. 19 семейных ферм получили гранты. Хозяйствам, пострадавшим от лесных пожаров, выделено 30 миллионов рублей на строительство 10 канибаз. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Якутии выросла на 20 тысяч человек. Республика остается лидером Дальнего Востока по уровню защищенности потребителей. Создано 4 дополнительных окна центра «Мой бизнес». Туристский поток в республике за 2021 год оценивается 115 тысяч человек. Созданы торгово-логистические центры в Обыйском и Устьянском районах. В Булунском районе дан старт федеральному проекту «Чистая Арктика». Утверждена концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Республики на период до 2035 года. На федеральном уровне поддержан республиканский проект «Дети Арктики». В 2021 году в республике открыли 10 новых объектов здравоохранения, завершили капитальный ремонт 10 поликлиник и 3 районных больниц. Для медучреждений приобрели 18 единиц автотранспорта, в том числе 18 автомашин скорой помощи, 14 передвижных мобильных медицинских комплексов для проведения диспансеризации в отдаленных населенных пунктах. На модернизацию первичного звена здравоохранения из федерального бюджета привлечено 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым на работу в арктические районы привлекли 28 врачей и 10 фельдшеров. За последние 3 года объем средств, предусмотренных на поддержку семей с детьми, увеличился в 4 раза и составил 14,5 миллиардов рублей. Свыше 3000 семей получили меры поддержки при рождении или усыновлении первого ребенка. Региональным материнским капиталом на второго ребенка распорядились почти 1500 семей. На третьего ребенка или последующих детей также предоставлены ежемесячные денежные выплаты. Их получили почти 12 тысяч семей республики. За год в Якутии ввели 10 новых школ на 1320 мест, также 13 садов на 1710 мест, свыше 500 ясельных мест. В 2022-2023 годах при участии госкорпорации Web.рф привлечено 4 миллиарда рублей на строительство 9 школ на 3000 мест в городе Якутске и пригородах. Республика вошла в общероссийскую программу капитального ремонта школ. В ближайшие годы на ремонт более чем 58 республиканских школ выделяется почти 3 миллиарда рублей. В районах республики продолжается строительство объектов культуры и спорта. Так, за 2021 год построили 7 таких объектов. Создано 11 муниципальных модельных библиотек. 9 детских школ искусств оснастили музыкальными инструментами и новым оборудованием. Завершено строительство 9 спортивных объектов. Всего за 2021 год якутские спортсмены завоевали в различных соревнованиях 92 медали. 97% государственных и муниципальных услуг в Якутии переведены в электронный формат. Построено около 3000 километров волоконно-оптических линий связи. К ним подключено 70 населенных пунктов в 18 районах республики. К сети интернет подключено свыше 1300 социально значимых объектов. Спасибо нашим коллегам из телеканала «Якутия-24» за информацию. И напомним, мы будем работать в прямом эфире в течение 1 часа 15 минут. У нас работает колл-центр, где принимаются вопросы и предложения по номеру 320111, а также через цифровой аналитический портал OneClick Якутия и голосового ассистента по номеру 510021.
колл-центре работает наш корреспондент Марфирина Алексеева. Я хочу передать ей слово. Марфирина. Да, Дмитрий, спасибо. Добрый день, уважаемые телезрители. Колл-центр начинает свою работу. Звонки принимаются по номеру 320112. Это многоканальный телефон с 4 станциями, за каждым из которых работают наши специалисты. Вопросы принимаются на 2 языках, на русском и на якутском. Наиболее актуальные вопросы будут озвучены в прямом эфире. Наши редакторы перезвонят вам, будьте готовы озвучить волнующие вас вопросы. Ну а я буду время от времени подключаться и вещать о том, сколько вопросов поступило и на какие темы. Дмитрий? Спасибо, Марфирина. Напомним еще раз телефон прямого эфира 32 01 11. И напоминаю, что на линии ВКС с нами также работают руководители республиканских министерств и ведомств. Андрей Владимирович, переходим непосредственно к нашему отчету. Отчеты правительства в данном виде – это уже ставшая традиционным практика, которая в Якутии существует уже более 20 лет. Мало того, наш опыт стали перенимать в других регионах. Под вашим руководством правительство отчитывается уже второй раз, и у вас уже наверняка складываются личные впечатления, какие вопросы интересовали граждан в прошлом году, какие интересуют в году этом, и в целом, как проходят отчеты правительства в этом году. Добрый день, уважаемые зрители. Мои заместители и отраслевые министерства, ведомства выходили в прямые эфиры на телевидении с информацией об итогах деятельности правительства за прошлый год. Ну и также ответили на вопросы жителей республики. Кроме того, проведены отчеты с муниципальными образованиями в режиме ВКС. Отчеты прошли с участием глав районов, наслегов, депутатов, общественных организаций и жителей республики. В указанных мероприятиях приняли активное участие жители и порядка 12 тысяч граждан. Обработано где-то 2500 вопросов, из них более 700 были отвечены, даны ответы именно в прямом эфире. Часть вопросов были даны прямо непосредственно в студии. Ну, а остальные вопросы обработаны, и все вопросы у нас были, соответственно, удовлетворены в ответах. Много было интересных вопросов, в разной сферы коснулись они, от жизни жителей до, соответственно, специфики отраслей. Ну, более подробно, я думаю, заместители мои расскажут, насколько были хорошие вопросы, насколько были интересные и что они для себя подчеркнули в этих вопросах. Спасибо, Андрей Владимирович. Мы передаем слово заместителям председателя правительства. Первым выступает первый заместитель председателя правительства Кирилл Евгеньевич Бычков, блок развития экономики. Кирилл Евгеньевич. Уважаемые жители нашей республики, 2021 год знаменовался, во-первых, решением крупных масштабных задач в сфере жилищного строительства. Было введено в республике более 570 тысяч квадратных метров жилья. И эта программа, этот масштаб, он будет увеличиваться вплоть до 2025 года, когда мы будем вводить уже более 800 тысяч квадратных метров в год. Также в прошлом году мы начали реализацию проектов по комплексному развитию территории. Мы строим новые кварталы, к которым мы подводим инженерную инфраструктуру, и это будет для нас точками роста жилищного строительства нового качества на совершенно другом уровне и в соответствии с всеми современными требованиями. Также прошлый год для нас был знаковым в части реализации программы переселения из ветхого аварийного жилья. Это самая масштабная программа нашей республики, ну и, кстати, самая масштабная в Российской Федерации. Это более 1 миллиона квадратных метров, которых мы должны переселить по итогам реализации нацпроекта, то есть к 2025 году. Мы на себя взяли повышенные обязательства, в 1,5 раза подняли себе плановые значения и уже за 3 года реализации программы переселили более 325 тысяч квадратных метров.
Ну и, конечно, в исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина реализуется программа газификации населения в республике. Она стартовала в 2021 году, и уже за первый год реализации программы было введено 307 газопроводов вводов к домохозяйствам. К концу 2023 года мы газифицируем 4850 домохозяйств, ну а к 2030 году цифра будет более 6500. Это важнейшая и очень востребованная нашими жителями программа. Ну и, конечно, скажу о взаимодействии с федеральными структурами и с нашими коллегами из Министерства просвещения Российской Федерации, из корпорации ВЭП РФ. Начата реализация крупная программа по созданию дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях. И мы получили уже первые средства, это более миллиарда рублей на первые 3 объекта, которые вот в этом году уже предоставят 720 мест школьникам. Ну, конечно, в целом вся наша работа, она прежде всего ориентирована и нацелена на повышение уровня жизни наших жителей. Спасибо, Кирилл Евгеньевич. Следующее выступление руководителя блока развития инфраструктуры, первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Дмитриевича Садовникова. Дмитрий Дмитриевич. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха. Блок, который я курирую, действительно, прошедший год был сложным. Этот год нельзя перечеркнуть те пожары, которые происходили летом прошлого года. И здесь по поручению президента Российской Федерации была развернута большая сила, где работали лесопожарные структуры с 19 регионов, структуры Министерства обороны и, безусловно, Министерства чрезвычайных ситуаций. Мы, по нашим подсчетам, на тушение лесных пожаров участвовало 26 тысяч человек. И надо подчеркнуть, что здесь благодаря только совместными усилиями нам удалось выстоять и сохранить наши леса. И, безусловно, вот эти пожары, ограничения по COVID-19 не помешали нам подготовиться к зиме и успешно запустить. И сегодня надо подчеркнуть, что по линии жилищно-коммунального хозяйства и энергетики все структуры функционируют, и мы проходим отопительный сезон. Надо дать и должное работникам транспортной отрасли, дорожного хозяйства, которые реализовали 501 километров дорожного хозяйства и реализовали, как было выше подчеркнуто, 11 мостов в 5 районах. Также реализуется по линии энергетики, где вводится в рамках нашей совместной деятельности с Росгидро станции по модернизации дизельной электростанции. Конечно, в планах в 2022 году мы ставим также, безусловно, борьбу с пожарами, где выделено нам большие средства и увеличено 5,6 раза и составляет более миллиарда рублей. И мы уверены, что этот сезон мы выдержим и успешно пройдем. В части паводковой ситуации здесь тоже мы готовимся, и здесь надо подчеркнуть, что мы будем работать и совместно с муниципальным образованием проводить учения, и ждем также проверку с федерального центра. Безусловно, одним из приоритетных задач это ставится задача по уменьшению техногенных пожаров. Здесь мы проводим также совместно с нашими структурами Главного управления МЧС Республики Саха-Якутия, совместно с муниципальным образованием, чтобы у нас таких бед было меньше. И, конечно, вот в части логистики мы будем работать по реализации также более 500 километров строительства и реконструкции дорожного хозяйства. По линии энергетики еще хочу подчеркнуть, что мы работаем по выравниванию тарифа, и это один из приоритетных задач нашего правительства и нашего блока. И, конечно, хочу сказать, что только совместными усилиями мы можем здесь сказать, что те работы, которых я подчеркнул, это пожароопасный сезон,
функционирования жилищно-коммунального хозяйства и энергетики можно реализовать только совместными усилиями. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. И передаем слово первому заместителю председателя правительства Дмитрию Викторовичу Бердникову. Блок организации и сопровождения работ проектирования и строительства мостового перехода через реку Лена. Утюкеннен, Бастабалах, Сахасирина Охтотаро. Добрый день, уважаемые жители республики. Действительно, за прошедший год мы приступили к активной фазе исполнения и реализации проекта строительства мостового перехода через реку Лена в районе города Якутск. Это действительно большой проект, разбитый на два этапа. По первому подготовительному этапу в прошлом году было получено положительное заключение главгосэкспертизы, и мы приступили к выполнению целого комплекса работ, связанного с подготовкой технологических площадок. Это более 40 тысяч кубов отсыпанной территории, это подача основного энергопитания, укладка почти 300 плит, это вынос электросетей по линии 10 киловольт. И сейчас ведется большая работа по выносу и организации новых опор линии 110 киловольт по левому берегу, а также в следующем месяце мы приступаем уже к работам по правому берегу. Кроме того, планируется работа по выносу сетей газоснабжения. Эти работы будут осуществлены в апреле месяце. И будет продолжаться работа. А задача стоит в первом квартале нынешнего года уже зайти в главгосэкспертизу с основным этапом. Хочу напомнить всем, что это на сегодняшний день очень важный элемент работы, который нам позволит в том числе и получить федеральное финансирование, приступить, как и поставлена была задача главой республики Александром Сергеевичем Николаевым, к основному этапу работ по строительству моста. Все работы идут согласно графика, и я уверен, что мы реализуем этот проект. Спасибо большое. Слово передается Сергею Васильевичу Местникову, заместителю председателя правительства. Блок развития человеческого потенциала. Доброе утро, уважаемые жители республики. Безусловно, перед блоком развития человеческого капитала стоит задача также повышения уровня и качества жизни наших жителей. И в дополнение к той информации, которая сегодня прозвучала в видеоролике, я бы хотел остановиться на отдельных моментах работы за 2021 год. Как вы знаете, 2021 год был объявлен президентом страны Владимиром Путиным годом науки в Российской Федерации. И наша республика реализовала новую государственную программу развития науки и техники в нашей республике. И благодаря этой программе мы начали второй этап комплексных научных исследований. Мы участвовали в российском конкурсе лучших проектов научно-образовательных центров и получили грант. Сам глава республики презентовал данный проект в правительстве Российской Федерации, и наш проект признан лучшим. Кроме того, мы провели мероприятия по поддержке молодых ученых и по реализации других направлений в сфере науки. Почему я акцентирую внимание на развитии науки? Как вы знаете, в стратегии развития республики наука определена как отраслевой ресурс, на который должны опираться все остальные отрасли, и дальнейшее развитие экономики нашей и социальной сферы нашей республики должна опираться на научную сферу. Кроме того, я бы хотел остановиться также на развитии креативной экономики в нашей республике. Как вы знаете, глава республики уделяет большое внимание этому направлению. Он обозначил перед правительством республики задачу о том, чтобы экономика республики должна основываться не только на добыче и продаже полезных природных ископаемых, не только на добыче алмазов, золота, нефти, газа, но и на развитии несырьевого сектора экономики. И работа правительства, соответственно, была уделена в прошлом году, в том числе на развитие этой отрасли. Мы приступили к созданию большой площадки креативных индустрий, которая называется «Квартал труда». И планируется завершение этой площадки уже в первом полугодии текущего года, в котором будут созданы места для всех, которые желают развивать свой талант, свой потенциал в сфере креативных технологий. Это и анимация, это и кино, это и изобразительное искусство, это и художественное искусство, это и народные художественные промыслы. Всем будут созданы условия для того, чтобы они не только раскрыли свой талант, но и свою продукцию
свою услугу они вывели на российский и международный уровень. В этом и заключается суть работы по развитию креативной индустрии, чтобы был хороший маркетинг и развитие нашей экономики на основе развития несырьевого сектора экономики. Ну, мы также в прошлом году полностью выполнили свои задачи по реализации наших национальных проектов в сфере образования, культуры, в сфере цифровой экономики. Ну и также исполнили все качественные и количественные индикаторы государственных программ в этом направлении. Мы в текущем году, в 2022 году, также будем уделять достаточно большое внимание по достижению таких целей и задач. Спасибо. Слово Ольге Валерьевне Балабкиной, заместителю председателя правительства, блок социального развития. Доброе утро, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. В центре внимания правительства республики в 2021 году, безусловно, оставалось и остается социальное самочувствие и благополучие граждан нашей республики, каждого жителя, живущего здесь на территории нашей родной Якутии. И, конечно же, необходимо начать наш отчет сегодня с тех демографических показателей, которые были достигнуты в 2021 году. Первым демографическим показателем является рождаемость. Благодаря тем мерам государственной политики по демографии, которые проводит глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, реализует правительство и парламент республики как высшие органы государственной власти, нам удалось на настоящий момент сохранить и, соответственно, обеспечить рождаемость таким образом, что мы сохраняем лидирующие позиции на Дальнем Востоке. В 2021 году родилось 12 309 новых якутян. И, конечно же, мы понимаем прекрасно, что их рождение накладывает на нас свои определенные обязательства, как по обеспечению их дальнейшего, обеспечению их хорошей медицинской качественной помощью, образованием и затем в последующем трудоустройством. В сфере всех этих вопросов безусловное значение имеет и социальный блок. Сегодня, несмотря на те вызовы, которые перед нами еще ставит мир, связанный как с пандемией, так и с угрозами иного характера и внешнего характера, социальный блок должен сохранять стабильность. И это основная задача, которая сегодня стоит перед всеми нашими учреждениями, перед всеми работниками и перед правительством республики в этом вопросе в том числе. Поэтому от себя лично я бы хотела поблагодарить всех работников, работающих у нас на территории республики, каждого жителя, в том числе работающего в социальной сфере, а также и всех членов правительства, которые активно участвовали в реализации целей, направленных на социальное благополучие граждан республики. Говоря, отойдя от статистических данных, хотела бы обратить внимание на то, что сегодня мерилом, безусловно, нашей деятельности является качество удовлетворения граждан социальных услуг, которые оказываются на территории республики. С этого года мы начали фундаментальную работу, направленную на выявление совместно с Агентством стратегических инициатив жизненных ситуаций, которые конкретно влияют на качество жизни отдельно взятого гражданина. И в этих вопросах у нас уже тоже есть свои победы. Так республика продолжает и будет, я думаю, иметь лидирующие позиции по таким показателям, как информированность населения о социальных услугах, по таким показателям, как достаточно короткое время ожидания медицинского работника и хорошие услуги по беременности и родам для наших мамочек. Вот эти показатели для нас сегодня являются как основными и базовыми, как лучшими, и по всем остальным мы также будем достигать своих результатов. Необходимо обратить внимание, что на качество жизни всегда в нашей Якутии влияло и будет влиять, безусловно, и наши и природные, и климатические условия. И поэтому, конечно же, те условия, которые и ту организацию, которую мы сегодня проводим, связанную с цифровизацией, в том числе социальной сферы, сферы здравоохранения, она дает свои результаты. 97% получателей социальных услуг у нас перешли практически уже на электронное получение самой услуги как таковой. И уже сегодня для учреждений социальной сферы Министерства труда нет никаких вопросов в проактивном режиме определить и обозначить непосредственно выдачу того или иного пособия, и, соответственно, граждане ее получают. С этого года, благодаря решениям, принятым правительством республики,
в республике реализуется электронная социальная карта. Что дает социальная карта? Ну, во-первых, это первый в стране электронный статус того или иного гражданина с точки зрения получения социальных услуг. Благодаря социальной карте определяется статус многодетной мамы, либо одинокой мамы, либо же непосредственно ветерана труда. И кроме того, благодаря этой карте можно получать и все льготы, которые есть у этих граждан, четко, понятно, в проактивном режиме, без посещения учреждений социальной сферы. В области мировой юстиции необходимо обратить внимание на то, что с этого года реализован проект, по которому сегодня мы только это начали, возможно, еще достаточно мало населения об этом знает, но тем не менее уже на настоящий момент мы говорим о том, что можно подавать заявления в мировые суды благодаря посредством интернета. Поэтому обращаем ваше внимание на те позиции, которые сегодня именно с точки зрения социальной сферы влияют на качество жизни наших людей. Необходимо обратить внимание, что благодаря коллегам из правительства, которые занимаются строительством, образованием, мы получаем объекты новые. В этом году мы получили достаточно большое количество объектов, связанных с медициной, как в районах республики, так и в городе Якутске. Во многом модернизировали нашу сеть и сделали более доступной ряд медицинских услуг. Дальше продолжаем работать по программам земского доктора и земского фельдшера. Необходимо сказать и обратить на это особое внимание. Нельзя не сказать о том, что этот год у нас прошел под эгидой Года здоровья. И, соответственно, войдя по указу главы Республики Саха-Якутия в десятилетие здоровья, мы заложили основу для того, чтобы мы думали не только о здоровье человека обычном, но и о здоровье психологическом. В 2021 году в республике была принята первая в стране программа психологического здоровья населения. Я думаю, это позволило, и эта программа, и подготовленность нашего населения позволила сегодня в ряды волонтеров-добровольцев привести очень большое количество населения, которое по своему убеждению, по своей внутренней культуре, по своему психологическому самочувствию четко понимало, что пережить правительству в этом году те сложности, которые были как с ковидом, так и с пожаром, помог только тот менталитет, который есть только у нас в Якутии. И пережили мы его благодаря, и живем дальше только благодаря нашим жителям. Передаем слово Михаилу Викторовичу Никифорову, руководителю блока развития территорий, заместителю председателя правительства. Доброе утро, уважаемые жители нашей республики. По курируемому мною блоку мы также подвели итоги и ознакомили наших телезрителей. Руководители курируемых мной министерств тоже подвели по курируемым муниципальным образованиям итоги 2021 года. Я хочу кратко остановиться по нашему блоку. В области сельского хозяйства в 2021 году у нас было первый этап передачи полномочий в области сельского хозяйства. Это касаемо субсидирования маточного поголовья крупного рогатого скота и увеличения субсидий на молоко. Хотел бы здесь отметить, что субсидируемым по маточному поголовью коров скота воспользовались 9715 наших личных подсобных хозяйств, что сегодня это очень радует. Хотел бы еще отметить, что оказаны меры государственной поддержки по приобретению сельхозживотных, по строительству коровников, коневодческих баз. Из фонда агропромышленного комплекса оказана помощь нашим сельхозтоваропроизводителям на сумму 275 миллионов рублей. И еще бы хотел бы отметить, что в трагедии, которая произошла в селе Бесколь, нами оказана помощь сельхозпроизводителям нашим, 9 жителям муниципального образования села Бесколь. Были построены коровники, оказана помощь по приобретению сельхозживотных. Ну и хотел бы остановиться, что отрасль сельского хозяйства в прошлом году встретила очень трудное лето, атмосферная засуха почвенная. И здесь по заготовке кормов мы встретили очень серьезную
проблему и получили в итоге 84% заготовленного грубых кормов, и в связи с этим мы были вынуждены, конечно же, обратиться в наши соседние субъекты для приобретения дополнительных кормов для наших сельхозтоваропроизводителей. Сегодня зимовка, с учетом этого, она идет устойчиво, и здесь бы хотел бы отметить еще помощь Российской Федерации, которая оказала помощь для приобретения дополнительных кормов на сумму 129 миллионов рублей. Кратко хотел бы остановиться на службе ветеринарии. В прошлом году была разработана стратегия развития ветеринарной службы до 2030 года, которая была успешно защищена на стратегическом совете правительства Республики Саха-Якутия, и планируется, что с 2023 года с учетом стратегии будет отдельная программа службы ветеринарии, государственная программа службы ветеринарии. И сегодня одним из актуальных вопросов является федеральный закон 498 об ответственном обращении домашних животных, и в этом направлении тоже ведется планомерная работа совместно с Государственным собранием Илтумен и, значит, с другими субъектами, и наши инициативы и наши пожелания, они были направлены в Государственную Думу Российской Федерации. Хотел бы остановиться по блоку северных арктических территорий. Здесь в прошлом году у нас произошло изменение схемы доставки социально значимых продуктов и овощей с помощью малой авиации. Если в прошлом году мы в предыдущие годы доставляли малой авиации только порядка 15-16 муниципальным поселениям, то в прошлом году более 40 поселений получили возможность доставить продукты малой авиации. И в этом контексте хотел бы отметить увеличение именно овощей в 2 раза, чтобы доставить нашим северным арктическим улусам. Также построено 2 торгово-логистических центра, значит, в Абыйском и Усянском районе. И здесь бы хотел бы отметить, что с помощью, с постановкой наших вопросов именно федерального органа исполнительной власти была поддержана данная работа, и до 2025 года федеральным центром будет оказана поддержка финансирования строительства торгово-логистических центров, и во всех 13 муниципальных образованиях они будут построены. И здесь еще бы отметил, что начата работа по очистке северных арктических районов от металлолома. Это поручение главы Арсения Сергеевича Николаева. И данная работа, она была начата в поселке Тикси. И вот по итогам данной работы 300 тонн металлолома было вывезено за пределы нашей республики. И кратко хотел бы остановиться в области малого и среднего предпринимательства. В прошлом году, конечно, в условиях пандемии оказаны разные виды помощи нашему малому и среднему предпринимательству, в том числе имущественные, в том числе финансовые, ну и консультационные. Хотел бы здесь поблагодарить наших предпринимателей, и с учетом того, что сложилась серьезная ситуация с пандемией, они не бросили свой бизнес, а наоборот стараются увеличить свою доходность. И здесь мы достигли таких показателей, что в сфере занятых в этом направлении у нас численность занятых в мире именно в сфере малого и среднего предпринимательства достигла 117 тысяч предпринимателей, значит, и самозанятых, что составляет наши планы больше на 16,2%. И коротко хотел бы остановиться в сфере туризма. В прошлом году подписано соглашение Ростуризм с корпорацией «Туризм РФ» между республикой, и она подразумевает оказание помощи в развитии туризма на территории нашей республики, разработке мастер-планов, и в дальнейшем, чтобы туризм республики развивался. В прошлом году хотел бы отметить, что нашу республику в части туризма посетили более 115 тысяч человек. Спасибо. Спасибо большое. Первая половина нашего эфира прошла. Мы послушали выступление председателя правительства, его заместителей. И хотелось бы обратиться к корреспонденту, который работает в нашем колл-центре.
Какие вопросы волнуют якутян? Какие вопросы, вот небольшая статистика предварительная по поступающим вопросам. Марферина? Да, Дмитрий, спасибо. Вопросы поступают со всей республики. За время прямого эфира примерно поступило 40 вопросов. Если проанализировать содержание вопросов, то можно сделать вывод, что якутян больше всего волнует и больше всего вопросов поступает в сфере образования, сельского хозяйства, переселения светского и аварийного жилья, а также оказания государственных и муниципальных услуг. Ну а сейчас мы приступаем вводить самые актуальнейшие вопросы в студию прямого эфира. Дмитрий, спасибо. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 320111. И прежде чем приступить к вопросам из колл-центра, хотел бы воспользоваться им правом ведущего. В прошлом году были организованы новые формы доставки продовольствия и товаров в арктические и труднодоступные районы республики, в том числе и уникальные методы. Да? Все эти меры позволили добиться главного – снижения цен в арктических районах. Как работа по завозу будет проводиться в этом году? В этом году, используя уже опыт прошлого года, мы еще хотим улучшить систему качества продуктов, расширить корзину продуктов, ну и, соответственно, использовать уже более современные новые методы по доставке этих продуктов. Соответственно, мы уже сегодня заранее, еще, как говорят, в 2021 году сделали определенные контракты. Сегодня эти контракты у нас исполнены на февраль месяц. У нас уже есть запасы, которые мы уже начинаем вести и уже начинаем выполнять схему завоза. Соответственно, мы сегодня договорились с Росрезервом, который нам помогает, и мы уже получили контракты с Росрезерва по многим видам продуктов, которые уже изымаем и везем на территорию арктических улусов. То есть завоз у нас обеспечен будет в полной программе, расширенным ассортиментом. И я скажу более того, что мы сегодня даже уже выходим на такие позиции, как ранний картофель, свежие овощи, ну то есть свежая капуста, морковь, свекла. Все это нужно, чтобы люди жили и развивались. Поэтому эту задачу глава нам поставил, мы ее выполняем. И такого вот, чтобы что-то нам помешало, нет. Спасибо. Давайте мы начнем принимать вопросы, которые поступают в наш колл-центр. И готов первый вопрос. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю. Да, вы можете задать свой вопрос. Ага. У меня вопрос. Я житель города Якутска. Меня зовут Людмила Анатольевна Антипьева, мне 62 года. И у меня вопрос такого характера. В связи вот с недавними событиями, связанными с Украиной, меня беспокоит то, что сейчас будут сюда прибывать люди с Украины. И как-то вот для них подготовлены места для карантина, либо проверяются у них ПЦР-тесты. То есть вот это связано с заболеваниями, то, что вот в республике все-таки уже как бы достигнут иммунитет основной. Сейчас вновь прибывшие люди, их как-то будут проверять. Меня вот это беспокоит. QR-коды, может быть, у них какие-то есть. То есть в любом случае их, наверное, надо будет проверять. Ведется Понятно. эта работа или нет? Понятно. Спасибо большое за ваш звонок, Андрей Владимирович. Спасибо за вопрос. Вопрос тоже очень интересный, правильный, потому что все сегодня волнуются, как это все происходит, система, как. Поэтому вот я хотел бы Ольге Валерьевне передать слово. Да. Ольга Валерьевна. Да, конечно. Спасибо действительно за вопрос. Сегодня, наверное, нужно дать общую информацию в республике, так же, как и во всех субъектах Российской Федерации. Распоряжением высших должностных лиц созданы штабы, соответствующий штаб по прибывающим беженцам из непосредственно названных вами регионов, непосредственно созданы у нас в республике. Мы на настоящий момент совместно
определились с теми местами предварительного размещения и, соответственно, сегодня решаем вопрос по, прежде всего, в случае, если прибытие к нам будет осуществлено, вопрос, связанных с трудоустройством тех, кто к нам приедет. На настоящий момент 3 города, вообще 3 района республики будут задействованы в работе с беженцами. Это город Якутск, Мирнинский и Нерюнгринский районы. Центральные районные больницы в полном объеме готовы, как с точки зрения наличия вакцины, так и с точки зрения соответствующих тестов и возможности медицинского освидетельствования тех лиц, которые к нам прибудут. С точки зрения Нерюнгри это будет, значит, базовой точкой, а будет на Нерюнгринской базе, Нерюнгринской центральной больнице соответствующее обследование осуществляться. Спасибо, Ольга Валерьевна. Следующий звонок, который поступил в наш колл-центр. Он в студии. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, Дорабаларо. Дорабаларо. Bu taasta çişmağıttan veteran Kütal Васильева Анна Егоровна Эрьебе. Бигин нейлек тылын айы правительство чотугар квартальный кочольник тутутун онна чахына игаллары колбур трасса вопросын турастабы. Ити вопрос кайдак бахара сылжаатен ыйтабы, онна хүддаган бары олоқтақтар эрене долгуя кетехебет бахы балары. Андрей Владимирович, Татинский улус заботит, Чечемах конкретно село, да, заботит строительство котельной и подключение частных домовладельцев к системе централизованного отопления. Понятно. Ну, вопрос, как всегда, он такой очень важный, потому что у нас одна из задач в действительности сегодня дать услугу в дома, как и газ, как тепло, воду и все остальное. Я думаю, Дмитрий Дмитриевич сейчас вот продолжит ответ на этот вопрос. Дмитрий Дмитриевич. Махтал Булахтон, вопрос котеген. Вопрос строительства котельной. В целом по республике мы ежегодно строим и вводим около 20 котельных. И вопрос строительства котельной села Чечемах Татинского района действительно ставится ежегодно. И в этом году ставился. И надо сказать и обрадовать, да, жителей данного села, то, что этот вопрос уже сдвинулся с мертвой точки. И в этом году он будет реализован. Реализован будет он в рамках реализации инвестпрограммы Государственного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия. И еще то, что вот благодаря работе Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, предприятия самого, он будет реализован за счет средств, которых будет выделяться через фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства и Российской Федерации. И сегодня эта сумма после составления проектно-сметной документации, прохождению экспертизы составляет 260 с лишним миллионов рублей. Повторюсь, это уже, как говорится, стоит на, как говорится, финишной прямой. И сегодня мы уже работаем над тем, чтобы получить эти деньги, объявиться и реализовать этот план. И здесь, благодаря этой реализации, будет подключен уже частный сектор данного села. Это более 100 домов. И я, как выше подчеркивал, мы ежегодно подключаем более 1000 домов вот, по всей республике. И я уверен, что эта работа уже реализовывается, и в село Чечемах мы эту котельную построим. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Мы напоминаем, что работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 32 01 11. И мы готовы принять следующий звонок в студию. Говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Из нас Николай Ильин Луников. Добрый день. Я по поводу переселения из детского аварийного жилья. Вот. Недавно я получил свою квартиру в своем Знацах. И у меня вот по поводу, как житель села, вопрос такой. Не могли бы вы, сейчас по республике много аварийных этих домов, и по переселению можно было, под ИЖИШ можно было давать дома.
под индивидуальные жилищные. Понятно? Понятен вопрос. Да, понятен вопрос. Вопрос хороший, всех сегодня он волнует, потому что в действительности программа переселения жилья и обустройства – это сегодня очень важно и составляющая того нацпроекта, который сегодня у нас мы выполняем, делаем. И вот, в частности по этому вопросу, я думаю, Кирилл Евгеньевич продолжит. Кирилл Евгеньевич Бичков. Спасибо большое за вопрос. Действительно, как мы уже в начале нашего телеэфира сказали, это крупнейшая программа не только в нашей республике, но и в целом в Российской Федерации. И вопрос переселения граждан именно в сектор ИЖС, он стоял, по сути, с самого начала второго этапа реализации этой программы, то есть с 2019 года. Республика проводила плотную работу с федеральным центром. Наши депутаты через законодательные инициативы работали над тем, чтобы появилась возможность переселять граждан и в индивидуальное жилищное строительство, поскольку наша республика отличается тем, что большое количество жителей хотят находиться и жить в собственном отдельно стоящем доме и вести свое приусадебное хозяйство. Этот вопрос был в прошлом году решен. 31 декабря 2021 года федеральный закон 436 о фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства внес дополнение, что теперь можно переселяться и в объекты индивидуального жилищного строительства. В настоящее время Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации принимает порядок к этому закону, как это будет происходить. И в этом году уже эта норма заработает. Ну, в дополнение могу сказать, что мы к этому уже подготовились, и мы первые проекты комплексной застройки ИЖС в прошлом году запустили. Вот у нас такой один объект уже и в Якутске строится, в переулке Базовый. В этом году будет первые 32 дома введено. Поэтому я считаю, что очень большая перспектива есть в этой программе, и большое количество объектов появится по программе переселения именно в ИЖС. Спасибо, Кирилл Евгеньевич. Еще раз воспользуюсь правом ведущего и задам тот вопрос, который на самом деле несомненно интересует очень многих в республике. Буквально последние дни в связи со складывающейся ситуацией многих интересует вопрос санкций. Те принимаемые странами Запада санкции в отношении России, отношении российских предприятий, как отразятся на экономике республики, как отразятся на простых жителях республики? Ваше мнение? Я хочу сказать по всем этим санкциям, конечно, мы уже не раз в такой ситуации бывали, да, она, может быть, там немножко усилилась, но сегодня экономика диктует многие реальности, которые есть в мире. Поэтому, грубо говоря, по продовольствию у нас никаких сегодня опасений нету. Мы сделали хорошие запасы, сюда нам... То есть мы регулируем этот процесс поставки этих запасов, смотрим. То есть ажиотаж, который там по продуктам питания бывает, он у нас сегодня не пугает, потому что запасы мы хорошие сделали. И гречка, и рис, и мука, и картофель, и лук. Ну, то есть все есть у нас сегодня в избытке. Если что-то кому-то не хватает, кто-то хочет использовать средства, докупить там, быстрее рубли свои поменять и так далее. Но я не вижу этой необходимости вообще, потому что мы пополняем, постоянно пополняем. У нас сегодня огромная система создана складов, которая постепенно перемещается с Новосибирска, там, с Краснодара. И мы сюда везем свои склады и постепенно все распределяем и даем. В части промышленности, доходной части, поверьте мне, сегодня спрос на алмазы не только в Америке. В Америке живет там маленькая часть, которая использует эти алмазы, там темнокожие, к примеру, они любят это все делать. То большая часть сегодня используется и Востоком. А у нас центр деловой активности, он переместился из Голландии, переместился на восток. То есть Стамбул сегодня стал, Индия. То есть вот эти все страны брали, берут и будут покупать. Поэтому где-то, может быть, что-то компенсируется на другое. Я не вижу здесь такого особого
стресса, который сегодня позволит нам как-то напрягаться. Поэтому мы доходную часть сегодня с учетом этого тоже пересчитываем. Мы реально тоже подходим к каждой тематике и смотрим. Вот глава республики дал нам, чтобы мы в течение 10 дней посмотрели риски, которые сегодня могут быть в экономике. Это мы делаем, просчитываем всю промышленность и, соответственно, корректируем бюджет. Спасибо. На самом деле полезно получить от председателя правительства исчерпывающий комментарий по поводу текущей ситуации. Поход за гречкой, скажем так, отменим. Мы продолжаем работать с нашим колл-центром. Звонок в студию. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Миргуяна, я из Якутска. У меня такой вопрос про поддержку якутского языка. Сейчас молодое поколение мало говорит на якутском языке. Или же вовсе не знает родной язык. Может быть, надо больше якутских классов открыть в школах, либо издать учебники по якутскому языку не только для младшего и среднего звена, но и для старших классов тоже. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное, Миргуяна. Вопрос хороший по якутскому языку. Задача у нас стоит в действительности глобальная и четко поставленная головой, чтобы мы все сегодня восстанавливали и, соответственно, все программы обучения и возможности делали участие наших всех языковых преференций в части дачи языка жителям республики и, соответственно, многие, я знаю, городские, промышленных районах просто не изучали его. Сегодня желающих его получить много. Поэтому я думаю, вот Сергей Васильевич продолжит меня, какие программы у нас существуют и как мы это делаем. Сергей Васильевич Мясников, пожалуйста. И в том числе нас мы оцениваем то, что сегодня развитие интернета негативно в том числе сказывается на сохранении и развитии родных языков. Но тем не менее мы, оценив все риски, которые сегодня присутствуют, в прошлом году приступили к реализации новой государственной программы сохранения и развития родных языков. И прежде всего эта программа в прошлом году была направлена на создание, издание учебников по родным языкам. По якутскому языку и литературе, по языкам коренных малочисленных народов Севера и Сибири, Север. И, соответственно, мы в текущем году ставим новые приоритеты. И эти приоритеты, прежде всего, определены в выступлении главы республики ко дню родного языка письменности. Это, прежде всего, научно обоснованный подход к изучению и сохранению и развитию языков. Второе – это продолжение издания учебников. Мы ставим задачу, чтобы в ближайшие 2 года, в текущем и в 2023 году, ликвидировать такое понятие, как дефицит учебников по родным языкам. И сегодня такой план уже составлен, и мы в рамках госпрограммы развития образования и госпрограммы сохранения и развития языков обеспечим издание учебников по родным языкам. Третье – это цифровые технологии. Мы знаем, что наши дети, молодежь больше всего времени проводят в интернет-пространстве, пользуются различными интернет-ресурсами, и мы, соответственно, должны создать контент по родным языкам. И, соответственно, на решение этой задачи также нами при поддержке, в том числе правительства Андрея Владимировича, предусмотрены средства для НВК САХА, чтобы был контент по родным языкам и в телевидении, и в интернет-пространстве. Мы запустим эту задачу с 1 июля текущего года, и, соответственно, это будет благоприятно влиять на развитие и сохранение языков. Следующая задача – это популяризация знания своего родного языка. Вот мы все время ставим задачу перед образовательными организациями. Это, конечно, да, школы должны обучать детей по родным языкам, создавать условия, должны создаваться классы, но без понимания того, что сами мы нуждаемся и должны знать свой родной язык, мы не достигнем этой задачи. Прежде всего, в семье должно закладываться знание, желание знать свой родной язык. Если в семье мама и папа общаются с ребенком
не на родном языке, то в школе ребенка не научат говорить на своем родном языке. И с этого нужно начинать. Поэтому и мы начинаем популяризацию, в том числе и в социальных роликах, и в телевидении, необходимо знание своего родного языка. Следующая задача, которую глава поставил перед нами, это в тех школах, которые строятся в нас, прежде всего в городе Якутске, а их у нас строится последние годы немало, и еще будет построено и в текущем, в последующих годах достаточно много новых школ, и в этих школах должны быть созданы классы по якутскому языку, по родным языкам коренных народов. И, соответственно, такую задачу и работу мы и будем проводить. Спасибо. Спасибо большое. И еще один вопрос, который... Мы же получаем вопросы по различным совершенно каналам. Да? То есть есть вопросы, которые не смогли попасть в прошлые эфиры с участием товарища зампредов. И вопрос я хотел бы выделить. Он звучит таким образом. Сколько в 2022 году хозяйство получат за поголовье? 45 тысяч рублей или 35 тысяч рублей, когда вот будет зачисление денег? Я понял, это вопрос самый главный, волнующий всех, Да, конечно. очень много таких вопросов. Сельскохозяйственное, тем более вы видите, что глава фактически сегодня планку бюджета поднял для сельскохозяйства. И эту планку поднял очень серьезно, потому что такого никогда не было бюджета и задач, которые поставлены сегодня перед сельским хозяйством. И я думаю, Михаил Викторович нам поможет дальше рассказать. Михаил Викторович. Да, спасибо. Ну, вопрос такой конкретный. Хотел бы здесь отметить, что с нынешнего года, с 2022 года, по 45 тысяч на поголовье будут получать жители северных арктических районов. Остальная часть, это центральные, заречные, Вилюйские районы, они будут получать по 35 тысяч рублей. А вообще в текущем году на данное направление предусмотрено порядка 1 300 000 000 рублей. В прошлом году была чуть поменьше там, в абсолютных цифрах, но с учетом того, что в этом году у нас повышение именно состоится в арктических северных районах, хотя и небольшое количество поголовья, но при всем при этом мы рассчитываем. Во-вторых, хотел бы отметить, что в этом году мы немножко поменяем методику. Если в прошлом году у нас ситуация была такова, что на 1 января значит, начавшегося года, и еще пересчет шел с 1 июля с учетом по хозяйственных книг администрации муниципальных поселений, то в этом году мы будем ориентироваться только на 1 января текущего года, и денежные средства, финансовые источники, они уже в марте будут доведены до муниципальных образований. И эти средства, они будут 100% доведены с учетом статистики именно на 1 января текущего года. Спасибо большое. Вопросы продолжают поступать в колл-центр, передают мои коллеги, очень громко передают. Мы готовы принять следующий вопрос нашего колл-центра. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Гаина Петрова, я из Амгинского улуса. У меня такой вопрос, даже несколько. Как идет отбор победителей грантов главы и кто определяет победителей? Также есть ли на это влияние улуса? Такое ощущение, что побеждает только с города Якутска. Угу. Спасибо. Вопрос тоже хороший, правильный. Почему нам мало достается? Да, почему, да. Есть определенная комиссия и работа по грантам. Я думаю, соответственно, все эти вопросы, что у нас происходит и как, я думаю, нам поможет ответить Ольга Валерьевна. Ольга Валерьевна. Да, конечно, я готова ответить на этот вопрос. Мы второй год держим сумму выделенных грантов главы республики в размере 100 миллионов рублей. Наверное, все-таки то, что побеждает, отвечая на вопрос, отвечают из города Якутска, это лишь только ощущение, да? Потому что сегодня цифры говорят о другом. Если в позапрошлом году у нас непосредственно 60% составлял город Якутск, 40 районов, то в этом году существенно поменялось, и в этом году 73% составляют районы, а 27% составляет город Якутск.
необходимо обратить внимание на то, что определяет грантовую поддержку значит, непосредственно комиссия, которая находится в Минмолодежи, она создана, действует. Из нее часть экспертов находится в улусах республики. Эксперты все закрыты, они не видят значит, участников, не работают с участниками, оценивают ровно так же, как и оцениваются фонды президентских грантов, ну, участие в фондах президентских грантов. Необходимо обратить внимание, что у нас самым сильным вообще ресурсным центром является ресурсный центр в Горном Улусе. То есть сегодня из районных центров, и мы не раз уже вручали, в том числе и главе Горного Улуса, благодарность за соответствующую помощь в работе с некоммерческими организациями. Они побеждают не только в грантах главы, но и в грантах президента страны. Кроме того, сильными являются северные улусы. Ну, я думаю, что просто-напросто главе муниципального образования Николаю Архипову нужно усилить это направление для того, чтобы в Амге услышали о грантах главы Республики Саха-Якутия. Спасибо большое. Следующий вопрос из нашего колл-центра. Говорите, здравствуйте. Добрый день. Алло. Срывается связь Алло. Да, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Жиркова Людмила Викторовна, село Каптагай. Да, здравствуйте. Нас, жители села Каптагай, интересует такой вопрос. Как будет развиваться транспортная инфраструктура к Ленскому мосту? Спасибо. Спасибо. Вопрос хороший по мосту. Соответственно, если мы сегодня говорим о том, что вот я просто хотел добавить здесь многих выступлений, у нас в газетах появилось там и в информационных средствах массовой информации, что вот в связи с ситуацией тяжелой моста у нас не будет. Поэтому еще раз хочу многим сказать о том, что сегодня строительство моста идет в плановом нашем графике. То есть мы сегодня ждем получения проекта. Как только проект будет, мы уже переходим уже к финансированию. И есть вероятность того, что пересмотр финансирования в сторону большей частью там, федералами или там график будет меняться будет и так далее. То есть мост однозначно у нас будет, и строительство его будет начато как по графику, как положено. И слово в продолжение я хотел бы передать Дмитрию Викторовичу. Дмитрий Викторович, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Что касается правого берега, это, коль скоро вопрос от жителей Каптагая поступил там, у нас будет предусмотрен проектом, утвержден и согласован с Федеральным дорожным агентством простой перекресток Т-образный, который позволит регулировать движение. Хочу напомнить, что проект мостовой переход через реку Лена – это линейный большой объект. Вот многие жители задают вопрос, когда будет строиться мост. Мост, само искусственное сооружение через Лену, это 3 километра, 3,1 километр, это так называемый трехпилонный мост, который входит в решение вопроса по второму этапу. Сам проект это 14,7 километров линейный объект с подъездными путями, с насыпями, с земляными сооружениями, с дополнительными искусственными сооружениями, проще говоря, мостами. Это 2 сооружения через Табагинскую протоку и со стороны Каптагая. Кстати, это по просьбе жителей, еще в прошлом году неоднократно встречаясь с жителями, получая запросы и передавая их в проектные институты, в Государственный гидрологический институт, который был привлечен к исследованиям по проектированию моста, было принято решение сделать еще одно искусственное сооружение со стороны Каптагая, чтобы убрать глухую насыпь через пойму, тем самым упростить в весеннем половодье движение льдин, чтобы дать возможность
не загружать и не перегружать с гидрологической точки зрения пойму реки, возможность перемещаться скоту, людям. То есть это еще одно будет сооружение, оно будет у нас порядка 4 с лишним километров, эстакадная часть. То есть инфраструктурно это очень серьезный объект. Ну и коль скоро вопрос об инфраструктуре задали, правда, это жители правого берега, на левом берегу у нас также предусмотрено будет по просьбе жителей, она сейчас проектная работа ведется, это почти 50 гектаров, будет сервисная площадка придорожного сервиса, она проектируется и делается. И она будет очень серьезным таким дополнением и будет являть собой синергетический эффект для развития и малого бизнеса, придорожного бизнеса для жителей. То есть вся эта работа предусмотрена. Спасибо. Так кратко, если. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, колл-центр, если у вас готов следующий вопрос, можно выдавать в эфир. Говорите в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Иванова. Я жительница города Якутска. Мы с семьей живем в 202 микрорайоне. У нас девочка учится в начальных классах сейчас, да? Мне опасно за ребенка. Вот утром я отвожу, и днем я обязательно встречаю своего ребенка, поскольку безнадзорные животные до сих пор не дают покоя всем жителям 202 микрорайона. На сегодняшний день скажите, пожалуйста, какие меры принимаются в отношении этого вопроса? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Сегодня по собакам в действительности всю страну будоражит эта тематика, потому что, вы видите, сегодня такие ситуации, когда собаки нападают на людей. И глава республики, конечно, поставил задачу решить эту проблему, найти ее решение и дать возможности разрешения этого вопроса. Поэтому мы в бюджете, соответственно, деньги предусмотрели. То есть обязательно будет являться полная информация об этих всех животных, то есть полностью чипирование животных. И, соответственно, кто нарушает, кто выкидывает этих животных, соответственно, будет нести затраты на их содержание. Более подробно Михаил Викторович скажет. Михаил Викторович, пожалуйста. Да, спасибо. Хотел бы дополнить, да, действительно сегодня в данном направлении ведется такая усиленная работа. Конечно же, та трагедия, которая случилась у нас в городе Якутске, никого не оставила безучастным к этому вопросу. И сегодня не только в нашей республике, но и в других субъектах федерации происходят такие вещи, где действительно иногда сложно представить, как так получается, как у нас получилось в городе Якутске. Да, действительно, сейчас принимаются какие меры? Во-первых, значит, в городском, если касается конкретно городского округа город Якутск, то у нас на улице Чеченко есть пункт передержки, и там непосредственно сейчас находятся отловленные наши домашние и безнадзорные животные. Более там уже 1000 сейчас поголовье составляет. Прокуратурой принято решение пока не выпускать значит, безнадзорные животные. И в городе Якутске сегодня пока параллельно на улице Автодорожной, значит, обустроили временный пункт передержки, но ведется на улице Чеченко расширение пункта передержки, и мы договорились о том, что в скором времени путем, значит, расширения и реконструкции тех или иных объектов, значит, он будет переименован в приют. Это первое. Второе. Департаментом ветеринарии Республики Саха-Якутия с учетом того, что сегодня нет правовой базы на уровне федерального, на федеральном уровне, приняты меры по разработке методики. И, значит, данные методики, у нас сегодня 2 приказа Департамента ветеринарии в части определения количества безнадзорных животных на определенной территории и в части агрессивности животных, они приняты приказами, зарегистрированы и сегодня направлены для использования в работе в адрес муниципальных образований.
Второе, значит, буквально вот 3-4 числа на сессии Государственного собрания Илтумен будет рассматриваться вопрос о внесении изменений в Кодекс административных правонарушений по части именно об ответственности хозяев за безнадзорными животными в части увеличения штрафных и так далее санкций. То есть будут приниматься решения административными комиссиями муниципальных образований вот на нерадивых хозяев. Ну, надеемся, что парламент данный законопроект в части внесения изменений примет. И сегодня разрабатывается еще вопрос в части нормативно-правового акта правительства в части внесения изменений именно об обязательной регистрации и содержании домашних животных. Ну, здесь пока проект разрабатывается, но хотел бы здесь отметить, что на федеральном уровне, значит, председателем Государственной Думы, значит, поручено организовать рабочую группу во главе с тем же Бурматовым, автором, значит, закона 498. Значит, и вот в этой рабочей группе уже в первом заседании рабочей группы участвовали наши представители в лице главы городского округа Евгения Николаевича Григорьева, в лице, значит, депутата от нашей республики в Государственную Думу Галины Никитиевны Данчиковой. И, значит, свои предложения тоже вносят. И со стороны нашего парламента тоже будут внесены предложения в адрес данной рабочей группы. И хотел бы отметить, что вот Андрей Владимирович сказал, что будут предусмотрены средства в части строительства приютов, но не в части конкретно строительства, а софинансирование строительства муниципальных приютов. И если у нас Государственное собрание уже вот примет бюджет, и мы готовы софинансировать строительство муниципальных приютов, значит, муниципальных образований. Спасибо. Спасибо, Михаил Викторович. Совершенно по различным каналам. Очень плохая связь, говорят, с Зырянки. Несколько раз срывался, но человек задает конкретный вопрос. И, вернее, не вопрос, он решил воспользоваться ситуацией, взять быка за рога и попросить помочь в трудоустройстве. Есть контактные данные в трудоустройстве на угольный разрез. Как трактористам. Как можно вот этот вопрос? Я Цивка лично позвоню и попрошу, чтобы его трудоустроили. Все, отлично. Отлично. Колл-центр, готов ли вопрос? Говорите вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Меня зовут Попова Сардана. Да. Интересует такой вопрос. Когда завершится на проспекте Ленина? То есть автобусы когда будут ходить? Да? Ну, насущный тоже. Да, вопрос насущный, потому что многие мы тоже видим, что сегодня происходит в городе. Еще зима, а уже многие дороги перекрыты, и фактически не проехать, не пройти. Поэтому, я думаю, Дмитрий Дмитриевич расскажет нам, что с проспектом Ленина у нас происходит, и как долго у нас будет это там дорожное. Спасибо за вопрос. Действительно, та реконструкция проспекта Ленина приносит неудобства для жителей города Якутска. За это мы приносим извинения. Но он необходим. Какое состояние было проспекта Ленина, жители города Якутска и гости не понаслышке знают. И надо радоваться, что у нас эта работа по реконструкции начата, и оно пройдет 2 этапа. И мы в этом году самую главную часть будем реконструировать, и в 2023 году будем доводить до конца. И я думаю, что это у нас все по силам, у нас подрядчик определен, работы ведутся, и думаю, что все указанные сроки эту работу завершим. И тогда все маршруты войдут в свое русло, и будет транспортная схема будет работать по той схеме, которой она ранее работала. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Коллеги, которые работают за эфирной аппаратной, уведомили, что продлевают немножко эфир, поскольку вопросов поступает очень много. Да? И я еще раз, наверное, в завершающий раз воспользуюсь своим правом ведущего. Поскольку вопрос предыдущий касался мероприятий, которые к 100-летию республики. Да? Многие, наверное, заметили, что у всех сегодня выступающих
значок, символизирующий столетие образования Якутской АССР. Вот какие мероприятия запланированы? Наверное, я предугадаю, будет ли юбилейный СЭХ, наверное, да, Андрей Владимирович? Ну, я начну, а Сергей Васильевич, думаю, продолжит. Ну, знаете, сегодня в действительности вот мы на пороге праздника столетия республики. Вот я просто наблюдал, видел, как 100 лет отпраздновал Казань, Татарская республика, Татарстан. То есть сегодня мы на пороге такого праздника, и многие так республики подходят к такому юбилею, и как они подходят, соответственно, какими достижениями, каким развитием республики, обеспечением и так далее. То есть это очень важно для каждого нас. Мы должны запомнить, историю помнить и, соответственно, показывать молодому поколению, молодежи, что мы сегодня развиваемся, живем и достигаем таких определенных результатов, которые позволяют заявляться и говорить, что республика сегодня составляющая, огромная составляющая общей страны Российской Федерации. Сергей Васильевич, пожалуйста. Сергей Васильевич. Да, действительно, Андрей Владимирович подчеркнул важность и значимость этого события для нашей республики. И учитывая как раз и значимость этого события, еще президентом страны Владимиром Путиным в 2014 году был подписан указ о праздновании этой даты. И с этого момента началась подготовительная работа. На федеральном уровне был утвержден план мероприятий. На республиканском уровне также формирован оргкомитет и план мероприятий. И подготовительная работа она уже проведена и завершена. К этой дате мы ввели 100 социально значимых объектов. Мы реализовали 100 общественных инициатив. Проходит обучение 100 талантов в ведущих вузах страны и мира. И достаточно много других мероприятий, они уже реализованы. Что касается непосредственно самого юбилейного года, 2022 года, то нами сформирован достаточно комплексный масштабный план мероприятий, состоящий из более 200 мероприятий. И совсем скоро мы 27 апреля начнем открытие этого года. И в это мероприятие будут вовлечены все жители республики. И вот вопрос касательно проведения СЭХа. У нас планируется республиканский СЭХ Олонхо в Верхневрюжском районе, также СЭХ Туймады в городе Якутске. И со стороны главы республики этому СЭХу Туймада придан еще больший статус. Он будет уже сегодня, в текущем году не городским СЭХом, а республиканским. И утвержден оргкомитет, который сегодня уже ведет подготовительную работу. Поэтому приглашаем всех жителей активно участвовать в реализации масштабных мероприятий. Уверен, что мы вместе реализуем данные задачи. Спасибо. Добро пожаловать на юбилейный республиканский СЭХ, подытожил заместитель председателя правительства Сергей Васильевич Местников. Мы готовы еще принять вопрос. Колл-центр, пожалуйста, говорите. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Иван Андреевич, я из Мегино-Кангаласского района. Здравствуйте. Вот такой вопрос у меня. Когда будет построена врачебная амбулатория в селе Хоробот Мегино-Кангаласского района? И какие будут объекты здравоохранения еще построены в ближайшее время в нашем районе? Спасибо. 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 Ну, у нас существует целая программа по развитию здравоохранения, соответственно, и программа по социальным объектам, которые у нас, и по частности, по этому району, я думаю, Ольга Валерьевна подскажет, что когда будет сделано. Спасибо за вопрос в том числе, да, чтобы не сложилось мнение, что мы сидим и в течение вот всей программы на подготовленные вопросы отвечаем, да, а действительно как бы держать в голове все врачебные амбулатории или ФАПы, которые мы строим, практически невозможно, потому что в программе их 50 объектов. А на прошлой неделе мы рассматривали 3 УЛУСа: Амгинский, Хангаласский и Мегино-Кангаласский, поэтому со всей ответственностью я очень четко могу доложить о том, что в этом году в Амгинском УЛУСе мы врачебную амбулаторию в Абаге откроем в конце года, уже получим лицензию, все контракты заключены.
Значит, мы в этом году пересмотрели ряд позиций по Хангаласскому ВУЗу, вот по 3 последним ВУЗам. Что касается МЕГИ на Хангаласском, базовой позицией у нас является 23-й год, тогда, когда мы закончим там строительство, соответственно, и начнем строительство, в том числе это части больничного комплекса в самой МАИ, это центральная районная больница. В планах у нас Нижний Бестях, но Харобут, я думаю, что жители знают, участок подобран, точно так же в конце этого года мы его откроем. Кроме того, в программу у нас входит большое количество объектов модернизации как в Южной Якутии, так, в общем-то, и во всех остальных районах республики. Отдельно мы реализуем проекты по комплексному развитию села. Там есть заявленные, соответственно, проекты, которые мы открываем в этом году, ну и по арктической зоне, по программе Арктики по развитию Дальнего Востока. Спасибо, Ольга Валерьевна. Спасибо всем тем зрителям, которые смогли дозвониться в наш колл-центр, задать ваши вопросы. Я более чем уверен, что сотрудники аппарата правительства, они будут работать и с теми вопросами, которые не прозвучали. Вопросов, наверное, было огромное количество. Так ли это? Мы сейчас хотели бы попросить осведомить нас, нашего корреспондента в колл-центре, Марферину Алексееву. Марферина. Да, Дмитрий, действительно так. К нам за время всего эфира поступило более 100 вопросов, и вопросы продолжают поступать. Ну, если проанализировать, то больше всего вопросов, якутян, как всегда, волнуют вопросы сельского хозяйства, переселения с аварийного и ветхого жилья, а также транспортной доступности. И хочу отметить еще раз вопросы так активно поступают, что действительно все зрители, дорогие, и телеведущие, зрители, и радиослушатели получат ответы на эти вопросы, и этим займутся уже сразу после прямого эфира. У меня на этом все, Дмитрий. Спасибо, Марферина, спасибо за работу. Спасибо колл-центру, что обеспечили нас необходимым количеством вопросов. Мы немножко перебрали даже, да, но я думаю, на пользу всем. Мы услышали и про юбилейный СЭХ, мы услышали про юбилейные мероприятия, про конкретику по цифрам за поголовье. Очень хороший эфир, по моему мнению, тоже как ведущего. Спасибо вам за участие. И в завершении нашего эфира хотел бы как интервьюер задать уже вопрос такой, который, ну, может быть основой заключительной речи какой-то, да? Основой развития нашей республики все-таки что является, Андрей Владимирович? Спасибо. Хороший такой философский вопрос основы развития нашей республики. Ну, мы, как все понимаем и знаем, что республика – это у нас аграрная. И фактически говорить о промышленности, то промышленность, где люди у нас работают, большей частью она связана с вывозом полезных ископаемых. Поэтому основу, чтобы содержать и развивать республику, важны нам внутри себя преобразования, то есть создание хорошего сельскохозяйственного комплекса в развитии этого дела. То есть мы должны сами себя научиться кормить, создавать продукты питания. Потому что вот большей частью, вот глава правильно говорит, сегодня мы обеспечиваем где-то от 26 до 50% себя. То есть это где больше там молока, где меньше там яиц и так далее. То есть, ну, фактически это ненормально. То есть все привозится. А если привозится, соответственно, мы отсюда вывозим деньги. Поэтому, чтобы этого не было, и мы себя обеспечили, мы должны создать такой устойчивый агросектор. Создав такой агросектор, мы уже будем, соответственно, и расширяться, и увеличивать в масштабах, и экспорт делать, и так далее, и так далее. Потому что вот вроде бы хочется повезти что-то на экспорт, но вывезешь, цены тогда в республике увеличатся, потому что вроде бы мы первое место по конине занимаем, но мы не можем продавать сегодня, экспортировать мясо конины, потому что мы сами еще себя не обеспечили. Цены, посмотрите на рынке, как скачет. Цена на мясо высока и так далее. Молоко мы себя, вроде бы хорошая жирность и так далее, то есть развиваемся, начали делать сыры, начали другую продукцию, молочку выпускать. Но обеспеченность малая, плохая. Мы еще не научились с наплывом такого урожая
разбираться, молока имеется в виду, в летний сезон. Молока много сдается, а мы его не перерабатываем и так далее, и так далее. То есть много интересных фрагментов, которые мы сегодня будем решать в развитии республики. Но сектор агропромышленности – это самое главное. Зона особого внимания. Да. Спасибо огромное всем, прежде всего, Андрей Владимирович, вам, председателю правительства. Спасибо огромное зампредам, которые принимали сегодня участие в итоговом отчете правительства. Напомню, что отчет правительства не ограничивался только вот прямыми эфирами. Это шли многочисленные ВКС с охватом многих муниципальных районов. Практически во всех районах шли мероприятия по системе ВКС. И спасибо всем зрителям, которые были подключены к нашим прямым эфирам с участием зампредов, министров и сегодня вот руководителя правительства. Мы прощаемся с вами. Дни непростые, но желаю всем якутянам юбилейный год от себя лично, выдержки, терпения и, конечно же, побольше радостных поводов для того, чтобы делать республику краше, лучше, устойчивее. Спасибо. В целях развития международных и внешнеэкономических связей делегация республики во главе с президентом Егором Борисовым провела с 15 по 20 апреля презентацию экономического и инвестиционного потенциала